Набережная Сухума – самое посещаемое место в столице, и не только в летний сезон. Здесь удачно сочетается старая часть древней Диоскурии с современными строениями. В летние месяцы это привычное соседство эпох нарушают хаотично разбросанные разноцветные торговые точки. Их количество увеличивается прямо на глазах. И причем место дислокации аппарата для сладкой ваты или татуаж-салона под открытым небом каждый выбирает по желанию. По крайней мере, именно так было многие годы. Торговые ларьки стояли справа, слева, а иногда и в центре набережной, ничуть не заботясь об удобстве жителей и гостей Сухума. Каждый год администрация старалась, чтобы выносная торговля была здесь налажена, был здесь порядок. Но, к сожалению, каждый год шло недоразумение. Люди ставили разные палатки, старые, новые, нестандартные. В прошлом году мы много работали, это знают в городе горожане, делали много рейдов, но было неудачен наш эксперимент. Почему? Потому что мы решили делать выносную торговлю с палатками в примыкающих к набережной улице. Но в прошлом году мы проанализировали и поняли, что люди плохо зарабатывали, потому что одни были в начале набережной, другие были уже дальше от набережной. В этом году администрация столицы придумала новый план по наведению порядка по набережной. К процессу подключили 3 фирмы, которым было поручено подготовить места для желающих заняться сезонной торговлей. Главное новшество – все места однотипные и разместились лишь по одной стороне. Это решение не только освободило пешеходную зону набережной, но и придало торговым рядам более современный вид. На набережной сейчас 3 фирмы, которые занимаются выносной торговлей. И мы всех обязали, чтобы были единые палатки, и тогда администрация будет требования уже предъявлять к фирмам. Я думаю, что эксперимент удался. Возможно, это частично, но, думаю, горожане довольны. Но, увы, порядка придерживаются не все предприниматели. Наиболее критическая ситуация на набережной у ресторана «Дэм». Как видите, говорить о каком-то эстетическом виде с таким количеством электрических удлинителей не приходится. Но это не самое страшное. В этом торговом ряду бизнес налажен, как говорится, на все 100. Девушка-продавец увлеченно плетет африканские косички и тут же продает туристам вареную кукурузу. Чуть позади нее проводится довольно сложная косметическая процедура – татуаж. И дело не только в санитарных нормах. Эти точки здесь расположились без каких-либо разрешительных документов. Смотрите, поверните сюда, девушка. Девушка, оторвите. На что это похоже? Это вы ведь плетете косички? Это ведь ваш тендер стоит, девушка. Весь этот, с позволения сказать, бардак на отдельно взятом пятачке плавно дополняет разлившаяся канализация. Внешний вид стоков ярко демонстрирует их происхождение. Нашей съемочной группе несказанно повезло, утверждают продавцы близлежащих торговых точек. Сегодня пахнет намного меньше обычного. Когда мы начали организовывать здесь выносную торговлю, я как-то обычно проходил, не обращал внимания, знал, что такие места могут быть, но тут в один вечер такая вонь стояла, что здесь не то что гулять, проходить сложно было. И я через день-два говорил с главой города, что вот такая ситуация в центре города, вот такой сток воды, и рядом с которым, вот сейчас тоже, смотрите, купаются маленькие дети, что это вполне возможно, что они будут завтра с высокой температурой. Меньше чем через 2 недели в этой части набережной пройдет музыкальный праздник мирового масштаба. К нам в страну приедут титулованные музыканты современности. А их здесь ждут пестрые палатки и смрад, ощущающийся за сотни метров. Вот такая у нас любовь к собственному Сухуму, который, вопреки всему, отметил свои 2500 лет. Нисфа Аршба, Тимур Гугохин, Абхазское телевидение.